Таджикистане начался сезон энерголимита или просто ремонт. На юге Таджикистана похитили ребенка из роддома. Путин подписал договор о вхождении в состав России украинских территорий. В Кабуле в результате взрыва погибли более 30 человек. Последние дни жители Турсунзаде, Пинджикента, Кулябы и ряда районов республиканского подчинения жалуются на отключение электричества в дневное и ночное время на несколько часов. Они обеспокоены тем, что власти, возможно, негласно ввели лимит на потребление электроэнергии. В энергохолдинге «Парки Тоджик» заявили, что в стране лимита на подачу электричества нет. Вопрос о введении лимита в ближайшие месяцы на повестке не стоит, сообщили в компании. А пресс-секретарь холдинга Нозир Юдгори заявил сегодня, что слухи о введении лимита не имеют под собой никаких оснований. По его словам, отключение электричества на несколько часов связано с тем, что в некоторых районах ведутся ремонтные работы в рамках подготовки к зимнему сезону. В ЛЭП и подстанциях наши специалисты проводят профилактические ремонтные работы. Они также производят обрезку деревьев под проводами. Во время этих работ, как правило, в целях безопасности электричество отключается, объяснил Юдгори. Вечером 23 сентября этого года из роддома в районе Абдурахмона Джуми Хатлонской области на юге Таджикистана неизвестные похитили новорожденного младенца мужского пола. Об этом 30 сентября со ссылкой на работников районного отдела милиции сообщила радио Зоди. По словам источников, органы уже приступили к расследованию этого очень редкого для Таджикистана преступления. Источник издания сообщил, что родители похищенного младенца из села Гулистон сельского джамаата Дусти района Абдурахмона Джуми. Отец ребенка находится в трудовой миграции в России, а мать после очень тяжелых родов госпитализирована в реанимационное отделение роддома. Сотрудник милиции сообщил, что ребенка похитили в то время, когда его мать перевели в реанимацию. Собеседник у судьи отметил, что мать все еще ничего не знает о похищении ее ребенка. Другой источник из района Абдурахмона Джуми также подтвердил эту информацию. В тот день, когда появился на свет этот ребенок, в том роддоме родились 16 детей. И пока не ясно, почему похитили именно этого младенца, сказал источник. Кража ребенка в Таджикистане случается очень редко. Статья 130 Уголовного кодекса Республики Таджикистан за похищение человека предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет. В Кремле прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав России украинских территорий, захваченных российскими войсками в ходе боевых действий. В своей речи, предшествующей подписанию, российский президент Владимир Путин призвал власти Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, но заявил, что статус аннексируемых территорий обсуждению не подлежит. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, сказал Путин на церемонии, которая прошла в Георгиевском зале Кремля. Путин добавил, что выбор народов на референдумах о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Херсонских и Запорожских областей обсуждать не будем. Он сделан, заявил российский президент. Россия его не предаст. В своем выступлении, которое продолжалось 36 минут, Путин назвал проведение референдума неотъемлемым правом миллионов людей, сославшись на статью 1 Устава ООН, в которой есть слова о принципе равноправия и самоопределения народов. В результате взрыва в Кабульском образовательном центре КАЖ погибли более 30 человек, около 40 человек ранены. Об этом сообщает Аль-Джазира со ссылкой на источник в правительстве Афганистана. КАЖ расположен в районе Дашт-Аль-Барши, населенный шиитами. По словам представителя кабульской полиции Халида Зандрана, теракт произошел 30 сентября около 7:30 утра, когда учащиеся собрались в центре для подготовки к экзаменам. Источник в службе безопасности сообщил Аль-Джазира, что террорист-смертник застрелил охранника, ворвался в класс и взорвал пояс со взрывчаткой. Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид написал в Твиттер, что власти Афганистана осуждают нападение на учебный центр и выражают глубокие соболезнования семьям жертв теракта. Он пообещал, что власти примут серьезные меры по розыску и наказанию виновных. Аль-Джазира напоминает, что тот же центр подвергся нападению в 2018 году. Тогда в результате теракта были убиты и ранены 100 человек.